В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство Российской Федерации расширило границы ТОР «Индустриальный парк Кангаласы» и сменило ее название на ТОР «Якутия». Режим ТОР теперь распространен на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе. Расширение границ ТОР позволит создать более 780 рабочих мест, привлечет более 8,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивается в 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Якорными являются проект создания современной высокотехнологичной судостроительной верфи в Жатае и проект строительства грузового терминала в Нижнем Бестяхе. На Жатайской судоверфи планируется выпускать до 10 речных судов в год и создать комплекс по утилизации списанных судов. Строительство грузового терминала в Нижнем Бестяхе включает в себя контейнерный терминал, тяжеловесную площадку и платформу для выгрузки техники. Величину прожиточного минимума приняли в Якутии. Так она составила 17 286 рублей на душу населения. В целом по республике. Это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Величина для трудоспособного населения составила 18 327 рублей. Для пенсионеров 13 888 рублей. Для детей 17 950 рублей. В арктических районах республики, в поселке Айхал и в городе Удачном величина прожиточного минимума установлена в размере 20 438 рублей. Во второй зоне, куда входят районы Центральной, Западной и Южной Якутии, прожиточный минимум составил 16 917 рублей. В Якутии утвердили размеры субсидий домам культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Средства пойдут на развитие и укрепление материально-технической базы и ремонт зданий. Отмечается, что субсидии будут предоставлены в этом году из государственного бюджета, местным бюджетом муниципальных образований и городских округов. На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 20 населенным пунктам выделят 24 миллиона рублей. А на ремонт зданий 5 домов культуры предусмотрят 5 миллионов рублей. Смарт-библиотека 2.0.3 проведет цикл лекций по финансовой грамотности для жителей Якутии. Они начнутся 22 февраля. Лекторами выступят представители Торгово-промышленной палаты и Министерства финансов республики. Лекции будут предназначены для всех, кто хочет начать планировать свои финансы, так и для начинающих и опытных предпринимателей, которые хотят повысить уровень своей финансовой грамотности. А темы будут затрагиваться совершенно разные. Это налоговый вычет, основы финансовой безопасности, страхование жизни, инвестиции. Можно будет узнать, куда вкладывать деньги, как начать планировать свои доходы и расходы и преувеличивать свои финансы. Можно будет составить меню на целый год и узнать, что же такое правильное распределение своими финансовыми средствами. Компания «Алроса» выделит почти 2,5 миллиона рублей в поддержку проведения международного чемпионата «Кейс-Ин». Это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов. Более 20 представителей «Алроса» выступят в качестве экспертов сразу в двух направлениях – геологоразведка и горное дело. Сотрудники компании также поделятся опытом и знаниями с участниками отборочных этапов, которые пройдут в 10 городах и 14 вузах России с марта по май текущего года. Студенты, показавшие хорошие результаты, смогут пройти практику и трудоустроиться в компанию. Цель чемпионата «Кейс-Ин» – популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического, нефтехимического и минерально-сырьевого комплекса. Установить водозаборные скважины на территории всей республики предложили в ГУП ЖКХ. Тем самым сократятся расходы на привозную воду. С таким проектом сотрудники предприятия выступили на промежуточном совещании Росатома в рамках реализации проекта «Эффектный регион», который предполагает внедрять принципы бережливого производства на предприятиях. Для участия в проекте в Якутии были отобраны такие компании, как «Лорк», «Водоканал», ГУП ЖКХ и «Якутская птицефабрика». Это были новости экономики на Якутия-24.